Министерство труда и социальной защиты населения подсчитало, сколько рабочих мест необходимо создавать ежегодно до 2025 года. По словам главы ведомства Бердибека Сапарбаева, граждан Казахстана необходимо каждый год обеспечивать порядка 380 тысяч новых рабочих мест. Получается, 100 тысяч рабочих мест чистого прироста нужно давать ежегодно. В среднем у нас около 200 тысяч человек уходят в декрет, 680 тысяч на пенсию, 40 тысяч уезжают за рубеж. Организации технического и специального образования и вузы дают порядка 180 тысяч выпускников ежегодно, рассказал Сапарбаев. При этом, по прогнозам министерства, к 2025 году население Казахстана вырастет до 20 миллионов человек, а количество работающих составит порядка 9 миллионов 800 тысяч человек. К 2025 году возможны структурные дисбалансы, связанные прежде всего с дефицитом кадров средней квалификации. Сократится спрос на низкоквалифицированных специалистов и вырастет на высококвалифицированных. Дополнительная потребность в кадрах составит более 573 тысяч. Основная потребность в кадрах будет в Туркестанской области, Шымкенте, Алматы и Нур-Султане. При этом 23% работников сейчас не имеет образования. И наша задача сократить их количество, отметил Сапарбаев. В разрезе отраслей основной спрос, по информации ведомства, ожидается в сфере торговли и образования при незначительном сокращении в сфере электро- и энергоснабжения и прочих индивидуальных услуг. По его словам, до конца 2019 года будет сформирована национальная система прогнозирования трудовых ресурсов. Ее основная задача – прогнозирование предложения трудовых ресурсов и формирование спроса на востребованные в экономике кадры. Она включит в себя меры по обучению трудовых кадров, как первичного, так и переквалификацию. Второе направление – это внедрение национальной системы квалификации. На сегодня вся необходимая нормативная база подготовлена, на основе европейского опыта. 8 уровней квалификации были определены, эта работа будет продолжаться. В наших планах до конца года подготовить 480 профессиональных стандартов. На сегодня подготовлено 160. Мы эту работу завершим до конца года, резюмировал он. Напомним, что из Казахстана уехало 2500 тысяч человек с высшим образованием, 2000 человек со средним специальным и 1900 человек со средним образованием. Помимо этого, вследствие спада рождаемости в начале 90-х годов в Казахстане существенно снизится приток новых работников на рынок труда.